Система ЖКХ обеспечивает комфорт и безопасность жителей, однако нуждается в финансировании, эффективность и функциональность которого напрямую зависит от дисциплины самих граждан, вовремя оплачивающих работы коммунальных служб. Однако эта, казалось бы, простая система взаимовыгодных отношений упирается в недобросовестность некоторых граждан. В Абхазии, по данным Черноморэнерго, динамика собираемости в сфере энергетики на протяжении десятилетий не превышала 25%, а долг потребителей перед государством с 2014 года достиг 5 миллиардов рублей. Мы обратились в Черноморэнерго за комментарием о ситуации с собираемостью средств на сегодняшний день. Как отметил начальник управления по энергосбыту Саид Блабба, январь традиционно считается сложным периодом из-за предшествующих праздничных дней. У нас январский период был сложным относительно праздничные дни, и он всегда является таким самым сложным месяцем, во всяком случае для Черноморэнерго по вопросам собираемости. Несмотря на это, показатели январские превышали предыдущие, когда на данный момент активно занимаемся упорядочением вопроса собираемости, то есть в вопросах учета, корректировки групп учета в ряде предприятий, организаций, то есть юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и госучреждениях в том числе. В нашей республике более 80 тысяч физических лиц-потребителей электроэнергии, также около 4,5 тысяч госпредприятий, ИП, ООО и 7,5 тысяч льготников, оплачивающих электроэнергию по сниженной стоимости. Для работы с населением проводится государственная программа установки приборов учета. Уже на сегодняшний день, благодаря установленным счетчикам, число которых около 24 тысяч по всей республике, появились рычаги воздействия на злостных неплательщиков. До конца этого года, как отметил Саид Блабба, будет установлено еще 30 тысяч приборов учета. Это позволит значительно повысить уровень собираемости. По физическим лицам ведутся активно работы по установке приборов учета. Также применяются различные механизмы взаимодействия с населением уже со стороны Черноморэнерго. Принимаются меры по усилению эффективности обхода, то есть работа с контролерами, с руководителями. Работали в социально направленном режиме долгий период времени, в связи с чем, в принципе, организация страдает из-за сильного недофинансирования. Вынуждены уже выходить из данного режима работы, и нас должны тоже понимать. У нас очевидные сложности в энергосистеме. Необходимо проводить ряд мероприятий, огромное количество средств необходимо для организации стабильного электроснабжения и качественного электроснабжения абонентов. Как отметил Саид Блабба, выплата задолженности неоценимо важна в условиях устоявшегося кризиса всей энергосистемы республики. Средства, выплаченные жителями за потребленное электричество, могли бы не только восстановить объекты критически важной гражданской инфраструктуры, но и развивать качество всей системы энергетики. Качество невозможно достичь без должного финансирования в определенные узлы и направления. Энергетические, электросетевое хозяйство должно модернизироваться и развиваться в шаг с экономикой Республики Абхазии, даже опережать экономическое развитие. То есть этих показателей у нас на данный момент нет в связи с, честно говоря, с плохой собираемостью, с дисциплиной в рамках собираемости. По словам Саида Блабба, активная работа со злостными неплательщиками проводится не только в районах и городах республики, но и в стенах суда. В судебном порядке начинаем решать эти вопросы. Очень много ИП и ИО были обесточены на прошлой неделе активно в Гудаутском районе, особенно за неуплату. То есть усиленно ведутся работы именно по направлению неплательщиков, злостных неплательщиков. Как рассказал Саид Блабба, неплательщики на данный момент будут оплачивать задолженности в соответствии с теми тарифами, которые действовали в момент неуплаты. Оплата будет вестись в рамках тарифа за тот период, когда был факт потребления этого объема электроэнергии. То есть, если там был прибор учета, есть проблема фиксации контрольных показаний,
То есть на момент повышения тарифа необходимо было фиксировать прибор учета, то есть показания прибора учета, чтобы возможность перерасчета была. Но есть определенные расчеты по усредненному подходу, можно определить затраты потребителей за определенный период. В республике на данный момент действует график веерных отключений. Чаще всего жители с интересующими их вопросами относительно отключений света или же отклонений от установленного графика обращаются в СОЭС. Порой, как отмечают жители, до Сухумского управления электросетями довольно сложно дозвониться. Как нам рассказали сами диспетчеры СОЭС, которых 4 человека в штате, они работают посменно, до поздней ночи. Эксцессы и накладки в звонках могут происходить из-за большого количества обращений. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение.